приклеивали там листочки, что-то там выпало или... В общем, делали ремонт этой книги. Так, извините на минуточку. Кроме того, еще чем занимались девочки? Читали. Да? Чем они мешали мальчику? Они мешали тем, что шумели. Не просто шумели, И а говорили что? что-то про мальчиков. Разговаривали. О чем? Сплетничали. Так. Болтали. О чем? О том, на каком жире лучше жарится картошка. О мальчиках и девочках. Еще о ком? О братьях и сестрах. Так, вот. Почему они мешали мальчику? Чего хотел мальчик? Тишины. Для чего? Чтобы читать, Чтобы почитать книжку. Любимые книги, предаться любимому занятию, ремонту книг. Вот. Да, и вот, ребята, значит, почти там очень много перекликается. И среди нас был один мальчик, член этого кружка. Его звали Сосин Олег. Так, а сейчас он так много читал. Он просто за поем читал. Приносил в библиотеку целую, значит, такую огромную сетку. Тогда были вот такие дырявые сетки, да. И, значит, в эту сетку он, значит, только ему разрешалось много книг брать. А так, значит, каждый должен был брать не более 3 книг. А он так любил читать. Так, значит, он этим просто ночи напролет. И тогда он еще носил очки, такие с толстыми линзами. Закончил физико-математический факультет нашего университета. Вот он был самый большой любитель вот этой тишины. И когда действительно мы тоже, когда ремонтируя что-то ему, может быть, мешали, он тоже, значит, нас шикал иногда, что, ну, он был очень деликатным мальчиком и, значит, ну, просил, чтобы мы ему не мешали. А так мы иногда даже проверяли. А может быть, он эти книги даже и не читал, и принес, значит, он немножко, может быть, хвастается, что так быстро читает. И мы даже устраивали ему проверку. Каждый вот садился в кружочек, и вот все его книги из сетки доставали, и устраивали ему, значит, тест на знание текста, значит, этих прочитанных книг. А он на все любые вопросы отвечал. Так что вот удивительные были тогда ребята. Так что очень коротко, значит, вот, так что этот кружок нам дам очень многое. Моя близкая подруга, которая со мной на этот кружок ходила, она сейчас ведущий работник библиотеки имени Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина. Она там проработала тоже очень много лет. И сейчас работает, ее все уважают. Она, значит, проводит очень интересные там мероприятия. И таким образом, ребята, я хочу вам пожелать, чтобы вы, вот такие молодые, все очень одухотворенные, очень притягательные ребята в том отношении, что вы, на ваших лицах можно прочитать, вы хотите читать, вы хотите узнавать. И я бы хотела сказать вам, как учитель, ну, который проработал в этой гимназии и вообще в школе очень много лет, значит, я бы хотела вам сказать, и не от себя просто, любите книгу, читайте. Это очень полезное, это очень красивое занятие. И обязательно, ребята, это занятие, вот такое любимое чтение, любовь к чтению отзовется в вашей жизни потом сторицей. Вы станете намного лучше, чем вы есть на самом деле. И заканчивая, я хочу сказать, значит, Константин Георгиевич Паустовский, ребята, он сказал: ребята, пусть в вашей жизни не будет ни одного дня и ни одного часа, когда бы вы в руки не брали хорошую, добрую книгу. Да будет так. Я вам желаю успехов, значит, и чтобы вы всегда дружили и любили книгу. Величайшее творение. Счастья. Как у нас называется третья часть? Да. Начинается с каких слов? Конкурс чтения или конкурс чтецов. Но мы конкурс не будем проводить, а послушаем стихотворение, которое есть в этом рассказе. Это Марина Ивановна Цветаева. Книги в красном переплете. Выходим. И призеры городского конкурса Юлия и Настя. Марина Ивановна Цветаева. Книги в красном переплете. Из рая детского житья вы мне прощальный привет шлете. Неизменившие друзья в потертом красном переплете.
чуть легкий выучен урок. Бегу тотчас же к вам бывало. Уж поздно, мама, 10 строк. Но, к счастью, мама забывала. Дрожат на люстрах огоньки, как хорошо за книгой дома. Под Грига, Шумана, Кюи я узнавала судьбы Тома. Темнеет в воздухе свежо. Том Спейки полон веры. Вот с факелом Индея Джо блуждает в сумраке пещеры. Кладбище, вещий крик совы, не страшно. Вот летит через кочки приемыш чопорной вдовы, как Диоген, живущий в бочке. Светлее солнца тронный зал, над стройным мальчиком корона. Вдруг нищий, Боже, он сказал, и позвольте, я наследник трона. Ваш ушел во тьму, кто в ней возник. Британии печальны судьбы. О, почему средь красных книг опять за лампой не уснуть бы? Золотые времена, где взор храбрее и сердце чище. Золотые имена. Гекфин, Том Сойер, принц и нищий. Ну и как вы думаете, почему мы сюда пригласили Степанову Наташу из 11 класса? Татьяна Львовна была балериной. Так, Татьяна Львовна была балериной. А разве она не старенькая? Разве она не библиотекарь? Все равно все возраста попарны. Да, когда она была балериной? До молодости. До войны, когда она была молодая. И какие вещи у нее сохранились с тех пор? Одежда. Так, пальто, так, на Оксану Васильевну смотрим, что у нее еще было такое красивое. Так, как называется? Так? Нет, вот такая накидка, как называется? Она ее еще продавала на рынке, помните? Да? Пелерина, да? У нее же пелерина была, вот красивую пелерину она продавала, балерина, поэтому мы пригласили Наташу, чтобы вы увидели, что такое настоящая балерина. И теперь мы посмотрим театр, в котором она работает. А тогда, конечно, он еще не назывался, уже не назывался Мариинским, он назывался Кировским театром, но ему вернули его историческое название. Вот я недавно с девочками ездила на конференцию и обязательно сходила на Щелкунчика в Мариинском театре. Это так называемая царская ложа, главная, самая красивая ложа. И я очень рада, что театр вернул свое былое величие. Вот балерина Мариинского театра и вот балерина Мариинского театра. И так это пусть стоит, как бы, да, это программка Щелкунчика. И балерину мы поставим как символ для того, чтобы рассказать о Татьяне Львовне. Пожалуйста. У нас группа «Добро и зло». Так. Пожалуйста, из третьей группы, кто у нас начинает, кто хочет. Так, пожалуйста. Ну, во-первых, зло представляется в том, что Татьяна Львовна продавала все свои вещи, так как не хватало средств. Во-вторых, нехватка книг, дети, сломя голову, бежали в библиотеку, чтобы прочесть любимую книгу. В-третьих, книги были очень истрепаны, и детям приходилось их постоянно, как сказать, чинить. И... Так, хорошо, спасибо. Так, Алеша хочет продолжить. Добро и зло. В этом рассказе. Татьяна Львовна представляет добро. Добрый человек, видно, что она очень старается во благо своего сына, либо во имя
Артура. А как-нибудь она показывает то, что она была балериной? Кто помнит? А, Во сне мальчика она... Да, во сне мальчика она балерина, вот примерно так. И к Алёше вернемся. ну, и зло это, конечно же, война. Война, которая грядет по всей... Да, вот кто такой Артур? Артур это, ну, наверное, сын или либо внук, который воевал. Мальчик, он же учится. А, В этой школе, учится. да. У него он И почему она продает свои вещи? заболевший Вот туберкулезом, который не хватало средств, чтобы полечиться от этого туберкулеза. купить лекарства, Да. нужные продукты, Но потому что он болел чем? туберкулезом Оказывается, и туберкулезом, да? И он, ну, врачи сказали, что он умрет. Ну, никто не верил, да, но, видимо, оно так и случилось. Вот так и сталкиваются добро, зло. Конечно, самое большое зло – это война, которая вмешивается в мирную жизнь людей. Когда тут только что появляется в рассказе, он высокий, большой, светлый, красивый. Ну, в конце рассказа его ждет печальный конец. Так. Добро и зло. Так. Я хотела сказать, что среди нас есть скептик. Эту роль мы сегодня уготовили Назарову Эрхану из 7 Б-класса, который тоже прочитал рассказ, да? И что он скажет вообще об этом рассказе, того, что еще никто не говорил? Возможно, у него даже критические взгляды бывают часто. В этом, как вы уже говорили, в этом рассказе сталкивается добро и зло. На мой взгляд, добро – это имя героя, который не раскрывается. Сначала он, конечно, делал выводы, то, что она из-за того, что из-за ее пальто. А в это время как-то не очень-то было, как говоря, нехорошо дорогущие вещи, красивое пальто с красивым воротником. И как она продавала Пушкина? Вот так как крест держала, потому что она самая была сына, чтобы купить топленое масло. И этот мальчик после того, как узнал Артура и ее бабушку, пытался помочь всеми средствами. Говорил бабушку, мать, но они были как другие люди. Они тоже ничего не имели, не могли помочь. Он пытался помочь морально, но это не помогло. А вначале же к ним неприязненно относились, Да. когда их хорошенько не знали. Как называли Татьяну Львовну? Графиня. Так, Из-за ее пальто. Ну, то есть она была какая женщина? Она не отличалась от всей толпы, она была радостной, светилась. Потом она изящная, помните, она в валенках показывала балетные па, да? То есть, когда у нее было хорошее настроение, когда она была счастлива, она возвращалась как бы в свою старую жизнь. Так, спасибо скептику. Так, и уже приближаемся к самому концу, печальному концу, то есть через все перипетии этого рассказа. Так, кто купил книгу и чем закончилось это произведение? Так, Тюмень. Книгу купил мальчик, который служил. И какую судьбу ему придумал мальчик? Он служил, ну, он все это придумал. А что именно? То, что он служил в войне. Нет. Он придумал то, что он живет в Ленинграде, и после того, как после того, как война закончилась, он возвратился в Санкт-Петербург, и книга снова оказалась в родном городе. Да? Обязательно она должна была оказаться в этом городе. Так? И тогда мы заканчиваем таким образом. Что мы узнали сегодня на этом уроке и чему мы научились на этом уроке? Так, кто скажет? Так, пожалуйста. А каждый встает и высказывается. Павел. В некоторых случаях
бывает так, что книга это единственный выход к чему-то светлому и доброму, когда уже нет надежды на доброе. Ну, а как это видно в рассказе? Когда ничего нету, дети смеялись и радовались тому, что читали книги. Да. Это как бы тогда и телевидения еще как следует не было, и все это вставало перед их глазами. Какие герои упоминаются литературные в этом рассказе? Граф Монте-Кристо. Так, еще? Евгений Онегин. А из Пушкина? Евгений Онегин. А из сказки о царе Салтане? Князь Гвидон. Мы же читали в 6 классе Базара. Да? Евгений Онегин, спасибо. И там еще перед ними оставались какие книги? Еще не прочитанные, но их ждали. Еще Толстой автор писал, что он рос с этими книгами вместе, и это ему очень помогало. Спасибо большое, очень хорошо. Так, еще кто скажет свое мнение, что мы сегодня узнали и чему мы сегодня научились? Так, Настя, пожалуйста. Так, одни мальчики говорят, пусть девочки тоже скажут свое веское слово. Про себя скажи лично. На книге учат более лучше выражать свои мысли. Так, хорошо. Еще. Так, Назаров. Научились то, что не только что книга, а людям нужно то, что не хватает. Книги сейчас хватает, и теперь никто на них не очень-то понимает. Ладно. Важнее люди, а не книги. Да, еще кто скажет свое мнение, пожалуйста. Я хочу сказать, наверное, это позвучит банально, но все-таки во время войны человек стремился к чему-то, он не хотел проникать в тот страх, который у него был. Сталкиваясь с этим, он пытался разрешить ситуацию. Тем самым Татьяна Львовна пыталась продать свое пальто, как можно сказать, хотела выйти из ситуации. Так, все, спасибо. Так, теперь у нас будет небольшая викторина, подготовленная Оксаной Васильевной. Вообще по жизни, даже если даже не по рассказу, кто знает, что такое кап? Он бывает только на дереве. Даже можете сказать, как он называется по-якутски. И что из него делают. Так, скажи по-якутски, что это? Что из него делают? Нет. Нет. Так, ну-ка посмотрим, что такое кап. Это нарост на березе. Видите березу? Из него делают прекрасные поделки. Это как бы сродни карельской березе. Там очень красивый узор. И потом это вот твердость металла. А что раньше было вместо библиотеки? Какой магазин был? Ну-ка, Табачный магазин. Спасибо, Таджагасов. Табачный магазин. Да? Автор названия книги, которую одолжил главный герой рассказа Василий Олег. Я видел. Так. Что я видел? Что я видел? И автор, как мы сказали? Жидков. Борис Жидков. Дальше. Сколько дней читал Коля эту книгу? Как долго он читал эту книгу? Ну-ка, примерно. 1 день, 2 дня, 2 недели, месяц, 3 месяца. Эрхан, не помнишь? Так, ну-ка посмотрим, сколько год. Месяц. Да. А почему он так долго читал? Или он читал медленно? Он перечитывал. Перечитывал и вникал, говорят. Так. Какой диагноз поставила Нинка Правдина в выдумке Коли? Как она назвала, какой термин она придумала? От слова глупый. Нет? Глупистика. А как зовут учительницу? Не Татьяну Львовну, а учительницу. Анна Николаевна. Да, вот, правильно.
А как зовут библиотекаря? Разумеется, еще раз вспомним, Татьяна Львовна. А кем она раньше? Да. Вот, заслуженная артистка республики. Еще раз. Заслуженная артистка республики, всю жизнь танцевала в Мариинке. А почему Коля решил сменить номер в читательском формуляре? Эрхан, там какая цифра была? Какая цифра там была? Это вот Агаранка Вихар. А, я не слышала. Цифра 13. А какую книгу обнаружил Коля у себя дома, как подарок? И потом они с Вовкой эту книгу читали и читали. Ну, автора назовите. Пушкин, конечно. Нет, не Пушкин. Капитал. Этот момент, помнишь, понравился Капитал? Эрхан. Мальчику. Нет, это книга для взрослых. Политэкономия, так называемая. Да? Чем занимались ребята в активе библиотеки? Форум говорим. Чинили книги. Вот, приклеивали кармашки, бывают там, заполняли карточки даже. Так, серебряные, золотые, бриллиантовые. Кто говорит эти слова? Так, а по какому поводу? Как они ей помогают? Кололи дрова. Вот. Ну, и нужно было их быстро перетаскать в дом, в библиотеку, чтобы библиотека не была такой холодной. А почему они не лежали на улице, обязательно надо было перетаскать в помещение. Воровали. Какой конкурс устроили в библиотеке? Хором скажем, конкурс? Чтецов. Да? Юный чтец. Так, кто прочитал лучше всех стихи на конкурсе чтецов? Какой-то мальчик из 8 или 9 класса. Вот тот самый Артур, который потом умер. И как его похоронили дети Каджагасов? Они похоронили на большой могиле. Так. На чем играли? На пионерской горней барабане. На горней барабане играли, потому что он был пионером. Они воздали ему последние почести. Лучший способ читать Пушкина, девочки? По очереди. Да, чередуясь, вслух. Все стихи подряд. Кто купил книгу Пушкина на рынке у Татьяны Львовны? Моряк. Капитан, не просто моряк, капитан первого ранга. Каперанг раньше называли. Так. Все, спасибо. Как большинство вопросов? Большинство было отвечено правильно. Так, теперь у нас домашнее задание. Пишите написать Синквейн. Так, и что такое Синквейн? Так, смотрите, сначала, просто я сначала показываю. Одно слово, существительно отражающее главную идею. Ну, например, скажем, Пушкин. Потом два прилагательных. Пушкин какой, скажем? Великий и какой-нибудь синоним найдем быстро. Пушкин. Ну, замечательный, ну пусть могучий. Так, дальше три глагола, которые производит Пушкин. Что делает? Пишет, творит и сочиняет. Ну ладно. Дальше фраза из 4 слов, передающая ваше отношение к существительному. Я люблю читать Пушкина. 4 слова. И 5. Синоним существительного к этому слову. Чем можно заменить слово Пушкин? Писатель. Поэт. Поэт с большой буквы, да? Или, как сказали про Пушкина, Пушкин – это наше все. Так, и для того, чтобы показать, что такое Синквейн на деле, мы пригласили ученицу 8 класса Вику Слепцову. Она победитель регионального конкурса Синквейнов в городе Хабаровске. И покажем ее лучшие Синквейны, которые заняли места и в республике, и в Хабаровске. Там они есть. Так, первый называется Андерсон, девочка со спичками. Мы туда поставили. Идея приходит
спонтанно, неожиданно, ну, особо не задумываешься, и уже слова и предложения сами лезут в голову. Так, ну вот читай. Первое слово. Главное существительное Вика какое? Цири. Цири. Дальше. Вика, читай. Дальше. Глаголы. Сражается и преодолевает. Дальше прилагательные. Непокорный. Дальше фраза. Ярким, обжигающим огнем. И последнее слово. Мцури это кто? Борец. Так, с кем это он борется? Тигров. Нет. Барсом. Барс. Смотрите, Вика любит писать стихи в рифму. И поэтому у нее вот главная фраза получилась в рифму. Так, это Андерсон, девочка со спичками. Так, читаем все. Главное слово. Глаголы. Так, прилагательные, краткие. Фраза. В тишине умирает, вспоминает, как жизнь прекрасна и жестока. Так, и последнее слово. Надежда. Вот этот Синквейн как раз и занял призовое место. Так, и про Лермонтова. Так, главное слово. Лермонтов Михаил Юрьевич. Глаголы. Творит, создает. Прилагательные. Настоящий, чувственный, гениальный. Фраза. Сколько чудных произведений придумал за свои несколько лет. Замечательный, талантливый поэт. И заключающее слово. Прозаик. Ну, конечно, стихи он тоже писал, да? Но Вика придумала прозаик. И смотрите, несколько лет поэт, это все в рифму. И, оказывается, можно писать не только 4 фразы, да? Но и маленькое, можно сказать, даже чуть ли не двустишие. Несколько лет поэт. Спасибо, Вика. Так что ваше домашнее задание написать Синквейн на рассказ Альберта Лиханова «Детская библиотека». Так, спасибо за участие в уроке.